У собора Святого Георгия с самого утра собираются люди. Повод самый настоящий – проводы всеми любимой Масленицы. По традиции всю неделю люди ходили в гости, веселились и, конечно, пекли символы солнца и наступающей весны – блины. Считается, что смысл этого древнего праздника в примирении с ближними, прощении обид. Не зря Масленица завершается прощенным воскресеньем. Масленица – это время, когда мы заговели черномясные продукты. И поэтому эта неделя именуется сыропустная неделя или масленица. Завтра начало Великого Поста. В Ветхом Завете, когда Илья пророк должен был идти дальний путь, ангел к нему приходил и говорил: «Илья, встань, ешь и пей, путь далекий». И вот сегодня мы веселимся, радуемся, потому что нам предстоит 49 дней. 40 дней поста и еще одна Страстная Седмица. Поэтому вот накануне Великого Поста мы имеем такой замечательный праздник. На площади у собора развернулись традиционные гуляния. Ученики воскресной школы подготовили представления с танцами, народными песнями и увлекательными рассказами о значении каждого масленичного дня. Яркими элементами праздника стали выступления различных ансамблей, в том числе концерт хора Терского казачьего войска. Коллективы порадовали гостей не только задорными песнями, но и веселыми плясками. Настроение всех собравшихся, как и погода, солнечное. На этой ярмарке каждый мог найти себе что-то по душе. Кого-то больше интересовали изделия народных промыслов, а кто-то хотел унести с собой баночку-другую отменного меда. И все же главной целью большинства пришедших было отведать праздничных блинов. Многие пришли на праздник целыми семьями. Масленицу любят, наверное, все. И все ее празднуют, все ходят друг к другу в гости. Сами пекут блины, и на блины ходим. Вот услышали, что праздник возле церкви Святого Георгия, и мы решили посмотреть народные гуляния. Здесь концерты, весело, столько людей. Вот мы решили прийти, всей семьей пришли посмотреть и попробовать блины. Подошла к концу масленичная неделя. 7 дней веселья, вкусных угощений, добрых дел. По традиции она завершится сегодня, в прощенное воскресенье. Самое время забыть все обиды, попросить прощения у близких накануне Великого Поста, самого строгого и продолжительного. Тома Валева, Заур Цеев, Осетия ТВ.